Калі гаворка заходзіць пра бліжэйшае асяроддзе Александра Лукашэнкі, грамадства звычайна згадвае генералаў і топ-чыноўнікаў. Аднак сапраўдныя мільёны, элітная нерухомасць і буйныя бізнесы ўсё часцей апынаюцца ў руках жанчын. Набліжаныя да сям'і, жонкі, нявесткі і дачкі пабудавалі ў Беларусі класічны прыдворны капіталізм. За кулісамі эканомікі жаночы клан дзеліць дзяржаўны пірог, канвертуючы доступ да цела ў мільённыя прыбыткі. Самая паспяховая бізнес-вумен краіны Людміла Неронская пабудавала свой газавы і рыбны холдынг, дзякуючы звычайнаму школьнаму знаёмству. Яе дачка вучылася ў адным класе з Вікторыяй Лукашенка, дачкой Віктара. Гэтае прыдворнае сяброўства матэрыялізавалася ў канкрэтныя бонусы. Маёнтак за мільёны долараў, квоты ад Крамля на вылаў рыбы на далёкім усходзе ды бязлітаснае спажыванне танных дзяржкрэдытаў. Лабізм сям'і Лукашэнкі Неронская шчодра аплачвае пасадамі, долямі ў бізнесе для членаў кіруючага клана. Неронская далёка не адзіная жанчына каля кармушкі. Нявестка Ганна Сілук, жонка Дмітрія Лукашэнкі, ператварылася ў галоўную медыямагнатку. Яе музычная медыякампанія практычна манапалізавала айчынны шоу-бізнес і аўтарскія правы праз прымусовую ратацыю яе песень на ТБ і радыё. Свая доля ёсць і ў клана Ірыны Абельскай, маці Мікалая Лукашэнкі. Яе набліжаныя асобы трывала замацаваліся ў кіраўніцтве спецфондаў, якія курыруюць медыцынскія праекты, закупкі дарагога імпартнага абсталявання і кантроль фінансавых патокаў. Калі незалежныя СМІ пачалі публікаваць расследаванні пра каласальнае багацце прыдворных дам, дзяржава адрэагавала імгненна. У 2026 годзе Мін'юст цалкам засакрэціў уладальнікаў усіх фірм Неронскай у адзіным дзяржаўным рэестры. А Савет міністраў зрабіў іх фінансавыя справаздачы дзяржаўнай падаткавай таямніцай. Клан панічна баіцца публічнасці, бо пакуль беларусам загадваюць зацягваць паясы, грошы падаткаплатнікаў наўпрост трансфармуюцца ў шыкоўнае жыццё набліжанага жаночага кола. Ну і вось у нашай студыі расследавальніца бюро медыя Ксенія Вязнікоўцава. Чалавек, які хіба што лепей за ўсіх ведае, як глыбока клан Лукашэнкаў запусціў свае шчупальцы, так скажу, у беларускую маёмасць і рэсурсы. Сёння пагаворым пра багатых і ўплывовых жанчын клану першага. Прывітання, Ксенія. Дык вот все-таки хто такая Дына Фейсаль Эль-Дьюфи і, галоўнае, які капітал у ейных хрупких ручках? И кто ей это дал? Ну, в первую очередь, она, конечно же, врач. По-моему, она пластический хирург. Она Хлеболог? Да, она работает в нескольких, в том числе частных медицинских клиниках, и в том числе она является сотрудницей вот этой лечкомиссии, которой заправляет Ирина Абельская. Ирина Абельская — это, получается, ее как будто бы ближайшая родственница, потому что вот эта Дина, она состоит в отношениях со старшим сыном Ирины Абельской Дмитрием. У них есть совместный ребенок, сын, и, судя по всему, они состоят в браке, хотя в базах это не зафиксировано, но вот на руке у Дмитрия Абельского есть обручальное кольцо, значит, как бы зафиксировано уже. Як докторка доросла до директорки фонда першага. Есть некая информация, удалось накопать? Ну, здесь, честно говоря, вопрос, потому что до сих пор не до конца понятно, чем непосредственно этот фонд занимается, кроме того, что помогает одной конкретной семье, Ирине Абельской, да? Но, тем не менее, каким-то образом она очутилась среди сотрудников этого фонда, поэтому это нам дает основание полагать, что непосредственно самим фондом занимается курацией Ирина Абельская, как бы, ну, одной из самых приближенных лиц к Александру Лукашенко. Адкуль у гэты фонд сцякаюцца грошы, і ці сапраўды яны такія вялікія, як кажуць? Ну, во-первых, мы не знаем, откуда они стекаются. Во-вторых, мы даже не можем предположить, сколько этих денег на самом деле, потому что нет никакой официальной отчетности, они не публикуют вообще никаких данных, не подают там в какие-то департаменты на легализацию средств. Ну, им да. Но не всем. Ну, им да, остальным нет. Ну, то есть нет никакой вообще публичной информации, ну, как бы, какие деньги, о каких суммах идет речь, как они аккумулируются, как они распределяются, а главное, на что. И самое цікавае, что вы заўважылі ў расследаванні, что пэўная информация была у публічнай доступе, прынамсі, можна было, а потым яна зникла. Но это касается скорее других активов, которые связаны с семьей членов клана Лукашенко. Ну да, такая политика имеется. Конкретно... Восьмая документы на экране. Но это надо туда.
Пролистайте. Пролистать. Да, Пролистайте, вперед. коли ласка, нам документ. Да, ну вот, например, это выписка фирмы «Горизонты знаний», ну, фирма, которую основала Ирина Обельская, и вот можно увидеть, что раньше она вот в определенный период была собственницей, но вот теперь, например, Хавай уже. да, Минюст где-то год назад они засекретили эти данные, и теперь, ну, там произошли какие-то вот эти вот перетрубации, да, то есть кто-то стал владельцем этих «Горизонтов знаний», а кто уже знать как бы нам не положено, потому что Министерство юстиции просто не публикует больше эти данные. И когда мы со своей стороны обратились с просьбой прокомментировать, а в чем, собственно, как бы ЦИМИС, ну, почему не публикуют данные? Ну, как бы нам Минюст ответил, что да мы сами данными не располагаем. То есть, получается, кто-то настолько влиятельный может прийти в Министерство юстиции, значит, и сказать, что, ну вот, давайте перерегистрируем фирму, но на кого мы вам сами не скажем. Атрымліваецца, можна здагадацца, што нешта не так з нейкай фірмай, калі адсутнічаюць дадзеныя ў пабліку, хто бенефіцыары там і так далей, да? Але вось ну это класна самой справе для расследавальнікаў, да? Але на што якія галіны цікавяць людзей з гэтага клана, якія схемы сыходу ад падаткаў, адказнасці ў іх вось яны прымяняюць, што вы заўважылі? Ну, мы последние, наверное, 1,5-2 года мы очень предметно изучаем личный бизнес кланов Лукашенко, и на самом деле поражает, насколько это многосторонние люди, насколько у них обширные сферы интересов, потому что на самом деле очень много они охватывают зон влияния, начиная там от спорта, там заканчивая какими-то ресторанами, там шоу-бизнесом, то есть, ну, даже как-то сложно определить какой-то отдельный сегмент рынка, на чем конкретно они сосредоточены, потому что получается, что из-за большого количества там членов семьи и приближенных доверенных лиц, номиналов, получается так, что они фактически как бы везде. Мы падрыхтавалі шэраг фотаздымкаў, каб разам з табой разабрацца, хто чым за што адказны ў гэтым клане Лукашэнкі. Вось першы, Дзіма, Дмитрий, што да. ён мае, што ён кантралюе, што мы ведаем. Канешне, ведаем не все. Ну, основное, конечно же, Дмитрий Лукашенко – это спорт. Он больше 20 лет является бессменным директором и, по сути, владельцем президентского спортивного клуба. Это довольно закрытая организация, тоже непонятно, какие средства она аккумулирует, притом непонятно гораздо раньше, еще, наверное, с момента основания. То есть даже непонятно до конца, кто является членами этой организации, но, тем не менее, это довольно влиятельная структура. В его лотерее еще, по-моему, да, у Дмитрия. были, А Виктор? Были. А Виктор Лукашенко – это у нас тоже в первую очередь, конечно же, спорт. Он у нас руководитель НОКа. Но вот, например, у него есть своя сеть Duty Free. Вместе с Александром Зайцевым он владеет сетью алкомаркетов «Дуб зеленый». У него есть, у его фирмы «Лебяжий парк» есть 3 ресторана. Это вот этот скандальный ресторан «Лебяжий», который был в заказнике, кафе «Велми» в Олимпик-арене, и на Замковой, это возле Немиги, у него свой шато, это такое французское бистро со всякими деликатесами. Ну і зорка беларускага шоу-бізнеса Ганна Лукашенко, вядомая як Ганна Сілук, уладальница медиахолдингов, что там зараз? Юридически, глобально, она, кстати, вообще не владельца там. Вот, она генеральный продюсер, по-моему, так называется ее должность, но, по сути, она там первое главное лицо, с которым согласовывается вообще все. Да, то есть она у нас занимается музыкальной медиакомпанией, которая, по сути, является огромным музыкальным видеохолдингом. Плюс у нее есть 3 радиостанции, и недавно запустился еще рекламный бизнес. Но пока не до конца понятно, как он работает. Какие активы у жонки Виктора, вось вельмі цікава, у Лилии? Ну, у нее непосредственно своих личных активов мы не находили, но, насколько я помню, она достаточно продолжительное время, где-то в периоде, наверное, с 2012 года, она плотно присутствует в структурах братьев Каричей, которые занимались застройкой Минск мира и, ну, знаменитая Дана Холдинг, да. И вот, ну, по сути, она там особенно ничего не делает, просто сидит, зарплату получает и руководит галереей, которая находится в Дане Молл.
Але ёсць не толькі члены сям'і, ёсць яшчэ і сябры, якія добра сядзяць на розных рэчах. І вось Людміла Неронская, яна досыць заўважная персона, бізнесменка, так? Моя любимица. Твоя любимица. Расскажи про свою любимицу. Як ее можно назвать? Годованка. Нянькой клану? Ну, вообще, наверное, это близкая подруга Виктора, Лилии. Их дети дружат, как мы недавно выяснили вот в нашем новом расследовании, что, оказывается, ее старшая дочь является, очевидно, близкой подругой старшей дочери Виктора и Лилии, Виктории Лукашенко. Они вместе проводили отпуска, отмечают, там, проводят домашние какие-то посиделки, праздники тоже в компании друг друга. Их родственники Лукашенко присутствуют в бизнесе Неронской, да, вот у нее есть компания «Сезон упаковки», где до недавнего времени 20% долей там владел сын их, Александра Лукашенко-младший, но там тоже как бы закрыли всю информацию, и теперь неизвестно, как бы, кто теперь владеет. Вот уже одного внука Лукашенки упомянула. А что у Виктории? А Виктория Лукашенко, как мы выяснили, успела сходить в декрет, родить ребенка своему новоиспеченному мужу, и по последним сведениям, где-то в период 23-го года она заступила на должность второго секретаря в белорусском МИДе. То есть, Какая-то где-то, оказывается, уже прадед. так давно. Да-да-да, ну и что в этой Так давно Вики? известно Что в уже. этой Мы Вики же еще? рассказывали, Что в этой пропустили. Вики еще, да. Я все пропустил. Так Что в этой Вики еще? Ну вот, работает. работает она в МИДе. Да, ну, как по мне, это довольно серьезно. МЗС. Да, вот. Это довольно серьезная должность для девушки, которая, по сути, только недавно закончила вуз, да, у нее, по сути, еще какой-то профессиональной даже биографии нету, резюме толком, туда нечего вписать, а человек уже работает вторым секретарем в МИДе, но это такая немножко насмешка над дипломатией, где, по идее, как раз-таки сотрудники должны двигаться по карьерной лестнице Все снизу вверх. насмешка. Ох, ну што зробіш, так выглядае беларуская МЗС зараз, але яшчэ хацелі бы закрануць унука Лукашэнкі Александра Лукашэнку, джуніора так Да, званага. Александр. Яму 21 год, але хлопец таксама няпросты. Ты ўжо сказала, што ён валодае вось часткай гэтай фірмы па упакоўцы. А Да. што яшчэ? Ну вот, они планируют строить ему кредит в Бремено-Орше. Это такая экономическая зона особая, где вообще нет практически никаких налогов. Она специально, по сути, создана для приближенных к Лукашенко бизнесменов, которые там, собственно, свой бизнес и аккумулируют. Вот. И там ему будут строить завод за льготный государственный кредит, естественно. Вот. Без падаткаў, Естественно, без уплаты Ну, налогов, без экономично входного свободная НДС. зона, конечно, там же. Да, но просто нужно понимать, что он-то заслужил, потому что, ну, он же член, как бы, семьи Лукашенко, а там они все талантливые очень бизнесмены, это в крови. Разносторонне адораная. Ну, мы ведаем, што ёсць яшчэ і галоўная зорка, гэта Коля Лукашенка, галоўная зорка Дарэчы. мемаў розных беларускіх, вельмі шмат увагі заўсёды надзяляецца, калі ён з'яўляецца на публіцы. А вось што з Коляй? Універсітэт ў Пекіне ён скончыў, і што далей? Вот, кстати, Коля у нас никогда не попадал в поле зрения вот в какой-то плоскости, когда они обсуждают, что он оскуфел. Вот прям вот антикоррупционно, честно говоря, пока даже не к чему придраться. Ну, тому что ён этот самый, у спадчыну ўсё атрымае. Ну, пока вот непосредственно его прям напрямую как-то в бизнесе, да, или вообще его там бледное тело, вот, не было. Як нават крыўдна, Віктор мае нават Пачакай, але на вашу дзеці. думку, што гэта можа азначаць? Тое, што вось яго не павязваюць менавіта з бізнесам, гэта азначае, што яго рыхтуюць да палітыкі? Ну, сложно сказать вообще, к чему его готовят. Я думаю, что все-таки, да, наверное, удивительно, но в семье Лукашенко есть немного вот этого либерализма, да, и я думаю, что он просто сам не хочет. Потому что, ну, как бы очевидно, что у Вити там, и у Дмитрия, да, у них очень большие наделы, которые нужно обрабатывать. Они, ну, как бы очень влиятельные люди в Беларуси, да, и очевидно, что им хочется этим заниматься, да. Ну, глядя на Колю, как будто бы ему не хочется. Так чакай, так Колю і Александру, ім же ж Александру малодшаму ім же по 21 год атрымліваюць. Да. Мог бы таксама. Ну, але добра, Ну, дзякуй. мог бы уже отрабатывать, да, немножко. Дзякуй за гэтыя падрабязнасці, за гэту поўную раскладку. Ксенія Візнікоўцава, наша калега з бюро медыа,